Леонид Кравчук, 63 года. Окончил Киевский госуниверситет и Академию общественных наук при ЦК КПСС. Более 30 лет на партийной работе, которую закончил в августе 91-го в должности секретаря ЦК КП Украины по идеологии. С 91 по 94 был первым президентом Украины. Ныне депутат Верховной Рады, член комиссии по вопросам культуры и духовности, президент Международного фонда развития искусств. Леонид Макарович, а вот 27 мая собрались в Сталине представители государств, обсуждали, видимо, договор России и НАТО или ситуацию, которая сложилась в Европе. Так Украина, она хочет в НАТО или она хочет отдельно? Я считаю, что Украина, как и Россия, хочет иметь сотрудничество с тремя, во всяком случае, очень важными европейскими структурами. Совет Европы – гуманитарная структура, Европейский Союз – экономическая структура и НАТО – военно-политическая структура. И Россия и Украина являются членами Совета Европы. И Украина и Россия стали в очередь для того, чтобы вступать в Европейский Союз и поэтапно будут вступать. Вот по НАТО есть проблемы. Россия подписала в Париже основополагающий акт. Украина подпишет хартию о статусе особого сотрудничества. Я не вижу в этом проблемы, что Украина хочет в НАТО. Украина хочет жить нормально с Европой, так же, как и нормально с Россией. А я знаю, тут недавно в одной из академий американских проводились учения штабные, и там гипотетически 2025 год разрабатывается ситуация, что Америка воюет с двумя государствами, Китаем и Россией, и причина войны как раз то, что Украина начала войну с Россией на стороне НАТО. Так считают в России тоже, как и в Америке, что Россия может начать воевать с Украиной. Придет математик, который предскажет все. Слушайте его. Очевидно, 2023 приготовил множество потрясений. И только таинственный посланник Ванге, афганский пророк-математик, точно знает, что будет дальше. Четыре плюс 1 плюс 4. 4 ночь, 4 днем. Там и Дениса была, там и Бог вас помогал. Сидик Афган уже все посчитал. Ровно 80 лет назад мы сломали Гитлеру хребет в Сталинграде. 80 – это 8 плюс 0 равно 8. Как великий мат, это надо уважать. Вот особенно это ваш президент. Безразличные стали против этого человека, они на вас напали. Думаете, это мой друг, он его продает, он кушает его, а собака его охраняет. Хозяин его кушает, хозяин его продает, всегда хозяин продает. Объяснять, кто есть кто в этой метафоре афганского пророка, кажется, и не нужно. Война не будет, просто соперничество будет, соперничество. От 2025 года это переломное, это вот так переломное. Не будет война! Конечно, не будет войны. Зачем война? Сидик сам прислал мне данные о Ингушетии, которые ему были нужны. Это были даты намного шире тех, что я отправил ему. Прошло несколько недель, и Сидик Афган сам позвонил мне и сказал буквально следующее.
Я его буквально цитирую. «Назир, я благодарен тебе за то, что ты настоял, чтобы я рассмотрел вопрос Ингушетии». На тот момент он даже не знал, что такое Ингушетия, и не мог нормально произнести это слово. И вообще не знал о существовании такой республики. Хотя до этого в разговоре с ним я спросил, знает ли он Руслана Аушева, на что он мне ответил, а кто Руслана не знает. То есть он Руслана Аушева знал, но об Ингушетии он не знал. Он мне сказал, что восхищен нашим народом, и я буквально цитирую его, «На таком маленьком клочке земли живет такой великий народ».